Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В России предстоят главные выборы страны, выборы президента Российской Федерации. В Якутии Центральная избирательная комиссия республики активно ведет подготовительную работу. И сегодня мы поговорим о ходе избирательной кампании. Гости у нас в студии Алла Самойлова, секретарь Центра избиркома Республики Саха-Якутия. Алла Георгиевна, здравствуйте. Доброе утро. Ну что, остался ровно месяц до главных выборов страны. Какие особенности предстоящей избирательной кампании, как идет подготовка? Впервые выборы президента Российской Федерации будут проходить в течение 3 дней подряд. Ну, отдельной бы особенностью я выделила то, что на этих выборах будут принимать участие избиратели новых 4 территорий Российской Федерации. Ну и впервые будет применяться такой проект, как Информ-УИК. Ну, традиционный вопрос, который я уже задал в начале. Как идет подготовка, сколько будет избирательных комиссий, как они будут оборудованы, самое главное? На территории республики у нас 790 постоянно действующих участковых избирательных комиссий, ну или избирательных участков, тоже их 790. И кроме этого, в местах временного пребывания избирателей, это вахтовые поселки, метеостанции и так далее, там у нас открываются избирательные участки, мы их называем временные, по месту временного пребывания избирателей. Их в этот раз будет 21. Также в больницах, вот, например, в городе Якутске 2 таких избирательных участка. Но все избирательные участки, они оборудованы в соответствии с требованиями закона. Это обязательно имеется кабинка для обеспечения тайны голосования. Это стационарные и переносные ящики для голосования. Члены участковых избирательных комиссий всегда будут иметь удостоверение, то есть они у нас включены. Это постоянно действующие комиссии на 5 лет. Вот. Ну и средства безопасности тоже, и пожарной, и антитеррористической безопасности обязательно будут. Кроме этого, на избирательных участках всегда на федеральных выборах применяются средства видеонаблюдения и видеотрансляции. Они тоже имеют место быть. А если мы говорим, допустим, о голосовании на удаленных территориях, вот как оно у нас в республике будет Ну, проходить? у нас особая территория, да, Республики Саха-Якутия. У нас есть труднодоступные и отдаленные местности. В этом году в 24 районах республики будет организовано голосование избирателей в труднодоступных местах. Их порядка 12 тысяч избирателей. Ну, основную, конечно, массу здесь составляют работники вахтовых поселков, их достаточно много. Вот. Ну, кроме этого, вот оленеводы, работники старательских артелей, это работники метеостанций. К ним и полетят, и поедут. Будут наземные средства передвижения, такие как вездеходы, автомобили, на вертолетах полетим. Ну, в целом, где-то более 50 тысяч километров будет преодолено, чтобы добраться до таких избирателей. Вот. У нас задействовано в этом процессе будет 76 участковых избирательных комиссий. Но для них работа это не новая, они умеют работать в таких условиях, знают эту работу. И ну, с уверенностью могу заявить о том, что мы доедем, долетим, добежим до всех избирателей. Если есть заявки на голосование, то они будут обеспечены, конечно, реализованы. Ну, если вот, допустим, с дистанционным голосованием и традиционным голосованием по месту пребывания все понятно, а если вот такое условие, нет в паспорте постоянной регистрации вот в определенном субъекте, допустим, нашего региона, что делать? Да, ну у нас на федеральных и на республиканских выборах применяется такая система, которая среди избирателей называется очень просто мобильный избиратель, ну а мы называем это подачей заявлений по месту нахождения. И она действительно очень популярна среди избирателей. Самое главное, что она дает возможность избирателю принять участие в голосовании не по месту регистрации, то есть не там, где ты приписан в списке избирателей по паспортной, да, регистрации, а по месту твоего нахождения. Но для того, чтобы воспользоваться этой системой, самому избирателю тоже надо проявить некоторую активность. Ему нужно подать это заявление по месту нахождения. Способов несколько. Такая работа у нас началась с избирателями с 29 января и будет идти до 11 марта включительно. Избирателю можно воспользоваться таким средством, как подать заявление через портал госуслуг. Это популярно, это самый популярный способ подачи заявления. Но где-то 90, наверное, процентов из всех поданных заявлений это как раз люди пользуются таким ресурсом. Можно обратиться в близлежащий МФЦ, можно обратиться в территориальную избирательную комиссию, в любую. И 6 марта у нас начинают работать участковые избирательные комиссии, и можно обратиться туда. Заявление в республике у нас принимается до 2 часов дня 11 марта. Портал госуслуг принимает такие заявления
до 24 часов 11 марта. Если избиратели будут оформлять такие заявления не у нас в республике, а на других территориях, там просто нужно уточнить работу, режим работы территориальных и участковых избирательных комиссий. Возможно, они там до 6 вечера будут работать. Вообще этот способ очень хороший, то есть ты подаешь заявление, и сама система ГАС-выборы, она тебя перемещает на эти выборы с одного избирательного участка на другой. Ну, заостряю внимание, что только на эти выборы, то есть если будут какие-то следующие, ну, например, там в 2026 году будут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, то уже, конечно, нужно будет еще раз подать заявление. То есть после окончания этих выборов вы вернете списки избирателей того избирательного участка, который у вас относится по вашей регистрации. Вот. Если человек обращается в МФЦ и в территориальные комиссии, и в участковые, ему нужно обязательно иметь с собой паспорт. Обстоятельства у людей могут поменяться, то есть человек, например, планировал поехать в отпуск или полететь в командировку, оформил такое заявление, но так получилось, что он никуда не уехал, остался, например, в городе Якутске и желает принять участие, обратно проголосовать на своем избирательном участке. Такое тоже возможно, нужно просто аннулировать заявление там, где подавал. Ну, то есть все максимально просто, и система сама Да, вообще, определяет. конечно, люди с каждым разом у нас все больше и больше таких избирателей, которые пользуются этой системой. На сегодняшний день вот она работает, ну, с 29 тут января совсем немного времени прошло, уже более 3000 избирателей нашей республики воспользовались таким способом и оформили такие заявления. Ну вот, да, я хотел именно это уточнить, потому что глава ЦИК Алла Памфилова говорила, что всего по стране 2 миллиона почти россиян. Да, ну из них 3000 3000 наших. наших. Но тем да. не менее, еще есть Ну, время. да, я думаю, что ближе к выборам, как правило, очень много у нас звонков на горячую линию идет. Именно люди спрашивают, этот вопрос задают. Вот, я думаю, что ближе к выборам, особенно когда начнут работать участковые избирательные комиссии, они ближе всего к избирателю по сравнению с нами. Поэтому я думаю, что именно туда избиратели и пойдут. Алла Георгиевна, еще одно нововведение этого года – это проект Inform Week. Вот, я так понимаю, насколько в рамках проекта члены избирательных комиссий сами будут проводить обходы по домам с Ну, в качестве агитационной. пилотного проекта у нас осенью в 7 районах республики такой пилотный проект уже был реализован. Ну и вообще в стране он начался именно с этой осени. Посмотрели плюсы и минусы этого проекта, внесли поправки в специальное приложение мобильное, которое обеспечивает опрос избирателей. И решили, что действительно оно имеет эффект. Люди действительно задают очень много вопросов. Вот. И члены участковых избирательных комиссий вот с 17 февраля до 7 марта включительно будут обходить своих избирателей, то есть адресное информирование будет. Член участковой избирательной комиссии, он будет одет соответствующим образом. Ну, у нас в республике выбран такой вариант, они все будут в белых манишках, у них будет вот такой вот значок, у них будет такая узнаваемая сумка, на ней будет написано, что Центральная избирательная комиссия Республики Саха-Якутия. Кроме этого, у них будет мобильное приложение, ну, кто-то будет с телефонами, кто-то будет с планшетниками. Вот, они будут задавать всего 5 вопросов избирателю, и по пути вот этого посещения избирателей можно будет сразу заявить о том, что избиратель хочет проголосовать вне помещения или, проще говоря, на дому, подать заявку. Вот, наши члены участковых комиссий проинформируют о кандидатах, о времени голосования. И если люди желают оформить заявление по месту нахождения, потому что именно в городе у нас проживает много избирателей, у которых регистрация в районах республики, то и по этому вопросу тоже проконсультируют члены участковой избирательной комиссии. Ну и самое главное, у нас есть, конечно, некоторое недоверие к людям, которые стучатся в двери. Вот, хочу сказать, что у них у всех будет с собой удостоверение, так, будет бейдж, то есть, они будут узнаваемые. То есть это не именно будут члены участковой избирательной комиссии, которые прошли специальное обучение, вот, они проинформированы, и я думаю, что никаких конфликтных ситуаций или каких-то проблем не возникнет. Ну и главное подчеркнуть, что это ни в коем случае не призыв голосовать за того или иного кандидата, это просто информационная Да, работа. на всех плакатах и на всех материалах, которые будут иметь с собой члены участковой избирательной комиссии, будет написано, что УИК не агитирует, а УИК информирует. Вы еще упомянули про голосование на дому. Оно тоже остается в этом году? Да, это один из способов голосования. Конечно, оно ориентировано на людей, которые имеют ограниченные возможности, по состоянию здоровья не могут, например, прийти на избирательный участок. И сейчас законодатель расширил причины, по которым избиратель принимает участие на голосовании на дому. Это еще уход за людьми, которые нуждаются в этом. То есть это могут быть мамы по уходу за ребенком, это может быть родственники, которые ухаживают за
больным своим родственникам. Вот достаточно в этих информационных материалах будет обязательно указан адрес и номер телефона участковой избирательной комиссии. Достаточно человеку позвонить по этому номеру и заявить о своем желании. Также такое заявление может быть подано через других лиц, то есть через соседа, например, он пошел голосовать, и можно сказать, что вот к соседу моему выезжайте на дом. Такие заявления будут приниматься вплоть до 17 марта, это последний день голосования воскресный, до 2 часов дня. Поэтому избирателям необходимо помнить об этом и подать заявку вовремя. Ну, а мы Самое приедем. главное, позаботиться заранее на всех этапах. Да, 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 да. А что насчет вот досрочного голосования, как оно будет вестись? Вот досрочное голосование у нас как таковое применяется только в труднодоступных и отдаленных местностях. То есть, когда проходят муниципальные выборы в республике, там есть такая форма голосования досрочная. За 10 дней до дня голосования ты приходишь на участок и голосуешь. Оно по-простому называется голосование в конверт. Но на федеральных выборах и республиканских такой формы голосования нету, есть только в труднодоступных местах. Поэтому, конечно, чтобы наши оленеводы, работники метеостанции и так далее смогли проголосовать, у них голосование начинается с 25 февраля. Вот. Ну и в труднодоступные места, конечно, члены участковых комиссий именно и поедут. Люди проголосуют. Они голосуют в переносной ящик для голосования. Он стоит закрытый на избирательных участках и вскрывается только уже после 20 часов воскресного дня голосования, последнего То дня. есть последнего дня. Да, да, да. Алла Георгиевна, еще один важный аспект, что обеспечивает легитимность грядущих выборов президента. Ну, легитимность выборов обеспечивает, конечно, такие принципы избирательной системы, как гласность, честность, законность. Ну, в этом смысле участковые избирательные комиссии, те, кто непосредственно проводит процедуру голосования, они обеспечивают реализацию этих принципов. У нас вот будет видеонаблюдение на избирательных участках. 283 избирательных участках республики обеспечены такими средствами видеонаблюдения, которые будут транслировать все происходящее на избирательном участке. У нас есть общественный центр в городе Якутске на Курашова 6, и там будет такой большой экран, куда будут выводиться события всех вот этих именно избирательных участках. Процедура перемещения бюллетеней из сейф-пакетов, вернее, в сейф-пакеты из переносных стационарных ящиков, она будет обеспечиваться средствами видеофиксации. Вот. Ну и кроме этого, на каждом избирательном участке у нас будут работать наблюдатели. Ну, это, наверное, самое такое зоркое око, которое наблюдает за действиями участковых избирательных комиссий. По 3 наблюдателя могут назначить кандидаты, политические партии, выдвинувшие кандидатов, и Общественная палата республики. Ну, как правило, столько примерно наблюдателей на избирательных участках и бывает. Алла Георгиевна, ну, наверное, как вопрос к специалисту, часть граждан наблюдается, у них наблюдается некоторая пассивность такая в период любых выборов, считают, что, ну, зачем ходить на выборы? Вот как объяснить этому населению, что это интересно, важно и самое главное, что это часть обязанностей любого гражданина? Ну, конечно, в разных странах по-разному. У нас в Конституции у избирателей записано право принять участие в голосовании. В некоторых зарубежных странах это является обязанностью. Вот. Ну, у нас это право, но мне кажется, что с каждым годом интерес и вовлеченность людей в политические процессы нашего государства увеличивается. Люди становятся кандидатами, люди включаются, входят в общественную палату, становятся работниками участковых избирательных комиссий. То есть они вообще непосредственно, получается, участвуют в этом процессе. Ну и сами избиратели активно принимают участие в голосовании. Ну, я не могу прогнозировать, какой именно процент явки будет, но мне кажется, федеральные выборы, а в том числе выборы президента Российской Федерации, всегда вызывают интерес у избирателей и нашей республики в том числе. Я уверена, что равнодушных не останется. У нас 4 кандидата на сегодняшний день, поэтому избиратели придут на избирательные участки и смогут выразить свою поддержку именно в той кандидатуре, кого они считают, желают поддержать. Ну, а избирательная комиссия уже подсчитают голоса избирателей, и я думаю, что 18 марта мы узнаем итоги голосования. Конечно, хотелось бы, чтобы избиратели республики не оставались дома, пришли на избирательные участки. Голосование трехдневное, это очень удобно. Можно в пятницу, можно в
можно в субботу, можно в воскресенье. Вот, голосование с 8 часов утра до 20 часов вечера. И избирательные участки все открыты, их очень много, они все практически возле ваших домов. Пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Мгм. Алла Георгиевна, ну на такой позитивной ноте я предлагаю в заключении что-то пожелать нашим зрителям и избирателям Якутии. Ну, мне бы хотелось пожелать нашим избирателям занимать активную гражданскую позицию, прийти на избирательные участки, ну и в целом в преддверии праздников, у нас 23 февраля, скоро 8 марта, пожелать всего самого доброго, хорошего, счастья, здоровья. Ну, я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До новых встреч.